Наш Небесный Отец послал бесчисленные знаки, послания, полные любви и света, но я предупреждаю, что многие упустили из виду эти знамения, проигнорировали эти божественные послания. Но если вы здесь, и если вы нажали на это видео, то это потому, что ваше сердце почувствовало это, потому что ваша душа поняла призыв, который Бог приготовил для вас сегодня. У Него есть чудесный дар для вашей финансовой жизни, в вашей эмоциональной жизни. Он исцелит ваше тело, душу и дух. В этот особенный день вас ждет дождь благословений. Тот самый момент. Это день, когда божественные благословения наполнят вашу жизнь, принося процветание, решение и финансовую победу, к которой вы так стремились. Так прекрасно, так волнительно видеть, как действует Бог, как Он действует в нашу пользу, освещая наши пути, принося ответы на наши молитвы. И я чувствую в своем сердце, что это ваш момент получить. Это ваше время, чтобы жить в изобилии, которое Бог приготовил для вас. Оставайся со мной до конца и увидишь, что будет, слушай внимательно. Прекратите все, что вы делаете прямо сейчас, и сосредоточьтесь на этом, потому что я здесь не для того, чтобы играть, и я здесь не для того, чтобы терять время. Если вы действительно верите в преобразующую силу веры, оставайтесь со мной. Но если вы не верите, если у вас нет веры, то не теряйте время, потому что это послание точно не для вас. Бог уверен, Он не колеблется между двумя мыслями, Он прекрасно знает, кого выбирает. Если вы здесь и у вас есть вера, то это слово специально для вас. Вот он, вот тот знак, которого вы ждали, ответ, которого вы просили. Вы кричали, плакали, молились, искали решение своих проблем, и вот я отвечаю на ваш призыв. Это не случайно, вы слышите эти слова в тот момент, когда они вам больше всего нужны. Мой Святой Дух окутывает вас, укрепляя вашу жизнь. Вот уже несколько дней ты чувствуешь, что я хочу с тобой поговорить, но я выбрал правильный момент. Чтобы вы почувствовали мою любовь, я подготовил вас разными способами, словами и фразами, сильными посланиями, написанными в вашей Библии, которые сияют перед вашими глазами, когда вы читаете их с искренним сердцем. Сегодня вы подготовили свое сердце, чтобы выслушать меня, возобновить договор, который вы заключили со мной, отдать мне свою веру, свое доверие и возложить на меня всю свою надежду. Я слышу твои крики, тебе нужно верить в это, чтобы тебя не одолевала тревога, думая, что твои слова не пересекут потолок. С первого дня твоего плача ангел отошел от моего небесного престола и в своих руках несет ключ к твоему освобождению. Вы совершенно особенный человек, в Поднебесной идет битва за вашу жизнь. Враг хочет, чтобы вы ползали по земле, и не хочет, чтобы вы добились успеха. Но мои армии сражаются за ваше будущее в воздухе против сил зла. Столь большой конфликт, внезапно возникший в вашей жизни, не случайен. С этого момента вам нужно быть осознанным и очень умным. Будьте осторожны в том, что говорите, никому не раскрывайте своих секретов, будьте очень осторожны с теми, кому доверяете. Враг хочет тебя сожрать, найти слабое место в твоей душе. Он хочет уничтожить вас ложью и обманом, он пытается уничтожить вашу веру.
Ваше будущее полно чудес и чудес, вас ждет сверхъестественная жизнь. Может быть, сейчас, на какое-то время, у вас есть огорчение, но ваши проблемы не вечны, они скоро пройдут. Печаль, терзающая тебя, скоро пройдет, и я говорю тебе со смелостью и верой: вставай, не позволяй невзгодам отвлечь тебя от твоей цели. Вы созданы, чтобы побеждать и добиваться успеха. Не позволяйте словам других людей определять вашу судьбу. Вы ценный человек. Те, кто тебя обидел, вернутся, попросят прощения, и ты не откажешь ему. Но ваша вера и доверие будут только ко мне. Даже если люди придут и пообещают вам мир, вы никогда им не поверите. Ни у кого нет силы благословить вас и освободить от зла, ни у кого нет того истинного слова, которое могу дать вам только я. Я не терплю неудачу и не лгу, но если вы перестанете верить в меня и начнете доверять пустым обещаниям лживых людей, ваши благословения уйдут с ветром, а некоторые никогда не вернутся. Итак, это ваш момент. Пусть ваша вера будет закреплена в этом могущественном и вечном слове, живом и действующем, твердом и истинном на всю вечность. Не позволяйте пустым словам и ложным обещаниям отвлекать ваше внимание. Вы были выбраны, чтобы пережить сверхъестественное, испытать невозможное, стать свидетелем необыкновенного. Выбери мою любовь, мою привязанность, мой комфорт, мои объятия. Возьмите на себя обязательство приходить каждое утро, чтобы слушать меня и наполняться этим словом, которое указало вам путь и дало повод бороться. Приходите без страха, я тоже хочу вас послушать. Неважно, как вы приходите и что чувствуете, мои двери открыты, мои уши внимательны. Прежде чем восходит солнце, это идеальное время для вас, чтобы принести свои просьбы и почувствовать, как я обнимаю вас с любовью. Поговори со мной, потому что твои слова – это эхо твоих мыслей. Не бойтесь, не сомневайтесь, я здесь, чтобы выслушать вас, приветствовать вас, защитить вас. Поделитесь со мной своими мечтами, потребностями, разочарованиями и сомнениями. Расскажи мне все, ведь я твой друг, единственный, кто тебя понимает и понимает. Ветры невзгод обрушились на тебя, ты пережил неожиданные времена тревоги, и плеть презрения и жестокости сломила твою душу. У вас перехватило дыхание, вам нужен покой, и, честное слово, вы его получите. Я наполню твое сердце силой среди невзгод. Предоставленная информация указывает на то, что вы обретете душевное спокойствие, когда почувствуете слабость. Ты станешь сильнее, и когда почувствуешь, что угасаешь, ты не будешь бояться, ты сдержишь мое обещание. Если ты чувствуешь, что твое бремя слишком велико, приходи ко мне. Никогда не забывай, что я всегда с тобой. Времена могут быть трудными, испытания могут быть напряженными, но я здесь, готов выслушать вас, понять вас и приветствовать вас. Не позволяйте сомнениям лишить вас благословений, которые вы встретите на своем пути. Я благословляю тебя, потому что люблю тебя и потому что я решил сделать это, наполняя тебя милостями и милостями, потому что ты имеешь для меня ценность. Ты любим, ты очень ценен, и моя любовь к тебе нерушима, а она вечна. Сегодня особенный день, День Победы,
который вы никогда не забудете. Своей кровью я скрепляю эти обещания. Ты будешь счастлив. Я дам тебе вечную жизнь. Не будет больше печали для тебя, никакого плача, никакой боли в моем присутствии. Это твой знак. Откройте глаза, проблемы, с которыми вы столкнулись, исчезнут, помощь, которую вы ожидаете, уже в пути, необходимое вам обеспечение вы получите. Это момент перемен, момент трансформации. Вам суждено прожить жизнь в изобилии, радости и мире. Не позволяйте ничему и никому сбить вас с пути победы. Вы победитель. Не отводите взгляд от этого видео, потому что сегодня Бог будет напрямую общаться с вашим сердцем. Не прерывайте это сообщение, оно действительно предназначено для вас. Слушайте, что Бог говорит вам именно в этот момент. Перестаньте беспокоиться обо всем, что происходит вокруг вас, и сохраняйте спокойствие, потому что я уже действую. Реальность такова, что Бог не делает ошибок, Он не совершает ошибок. Он знает, с кем Он разговаривает, когда говорит, и Он конкретно выбирает, кто будет нести Его слово, и это момент, который Он выбрал для того, чтобы вы услышали это послание, просто чтобы сказать вам: сохраняйте спокойствие, потому что я уже действую в вашей жизни. На самом деле, Бог поручает мне прямо сейчас передать вам слово и ходатайствовать за вас, слушающих меня. Это вам. Я понимаю, как сложно сохранять свою веру, упорствовать в вере и молитве, ведь обстоятельства могут быть чрезвычайно запутанными и сложными. Но вы знаете, когда Бог заставляет нас остановиться, чтобы встряхнуть нас, это тот день, это час, это момент. Вы искали подтверждение, вы просили Бога прояснить ваши мысли. Вы сталкиваетесь с трудными ситуациями, принимаете важные решения в своей жизни, и посреди этого вихря возникает неуверенность и страх выбора неправильного пути. В твоем сердце много сомнений, но Бог посылает меня сказать тебе: сохраняй спокойствие, не принимай поспешных решений, не делай поспешных суждений, не делай поспешных выводов, не позволяй страху и тревоге диктовать свои действия. Вы искали подтверждение, вы взывали к ответам. Послушайте, что Бог говорит вам сегодня. Даже если ты не понимаешь, что происходит, тебе нужно сохранять доверие ко мне. Я уже работаю в твоей жизни. Вот что Господь провозглашает в этот момент. Я уже действую, чтобы изменить панораму. Я уже работаю над началом нового сезона в вашей жизни. Не думайте, что я не услышал вознесенных вами молитв, не думайте, что я не наблюдал происходящего. Я не вмешиваюсь, но действую в духовном мире, поэтому вы не можете его воспринять. Но скоро наступит время, когда ты увидишь плоды всего, что я сделал до сих пор. Я освящаю каждое ваше решение, чтобы вы не принимали поспешных мер. Теперь вам нужно сделать глубокий вдох и довериться. Я тот же Бог, который разделил Красное море. Если ты просто поверишь в меня, я проложу путь даже там, где, как тебе кажется, выхода нет. Я понимаю, что люди, которым ты доверял больше всего, возможно, предали тебя, бросили, разочаровали. Но я твой Бог. Я верен.
Те, от кого вы ожидали больше всего, возможно, ушли от вас именно тогда, когда вы в них больше всего нуждались. Но я никогда не уйду. Люди, к которым вы обратились, теперь отвернулись от вас. Но я твой Бог. Я никогда не оставлю тебя, я никогда не оставлю тебя. Я держу тебя на ладони, веду тебя по пути, я укрою тебя под своими крыльями, я сохраню тебя. Я ваш поставщик. Я не позволю тебе ни в чем нуждаться. Но очень важно сохранять спокойствие и дышать. Вам нужно успокоить свое сердце, потому что, прежде чем это время придет, Господь хочет, чтобы вы знали это. Я собираюсь сдвинуть воду не для того, чтобы причинить вам вред, не для того, чтобы сбить вас с ног, а для того, чтобы вывести вас из того места, где вы находитесь, и перенести вас на более высокое место. На самом деле, я собираюсь отдалить от вас некоторых людей не с целью причинить вам вред или заставить вас страдать, а потому, что эти люди были настоящими препятствиями. Это якоря, которые мешают вам двигаться вперед, блокируют ваш рост, мешают вам стать тем, кем вы были созданы. Вы можете столкнуться с неприятными моментами, но только для изменения аспектов внутри вас, которые нуждаются в трансформации. Я позволю вам пережить некоторые неудачи, но только для того, чтобы вы развивались, взрослели и открывали в себе дары, таланты, о наличии которых вы даже не подозревали. Это процесс совершенствования. Бог еще повелевает вам сказать: некоторые люди действительно отойдут, и вы не должны стремиться удержать их рядом. Вы можете этого не осознавать, но на самом деле эти люди не являются вашими союзниками, они не желают вам добра и ничего не добавляют в вашу жизнь. Поэтому, если кто-то решит уйти, пусть уходит. Нет необходимости держаться за то, что Бог постановил, что вам следует отпустить. Посмотрите, какой величественный Бог! Посмотрите, как Он изменил всю динамику нашего сегодняшнего общения, просто чтобы общаться напрямую с вами, говорить прямо с вашим сердцем. Так что больше не сомневайтесь. Перестаньте говорить, что Бог вас не слушает, что Он не заботится о вас, что Его не существует. Он прекратил все, что делал, и направил слова прямо к твоему сердцу. Поэтому сохраняйте спокойствие. Бог открывает моему сердцу, что Он говорит с тобой именно в этот момент. Человек, которого Он действительно хочет донести этими словами, до которого Он хочет, чтобы это послание действительно дошло. Бог открывает моему духу, что теперь Он использует мой голос, мои уста, мои слова, чтобы достичь вас, что вы просили у Него знаков, ответов, указаний. И первое указание, которое Он дает: будьте спокойны. В данные, поверьте мне, не сомневайтесь, противник попытается посеять смятение. Он попытается заставить вас думать, что я не действую, что я вас не слушаю, но не позволяйте этим сомнениям подорвать вашу веру. Бог контролирует ситуацию, и никто не знает, что тревожное сердце, полное страха, подобное вашему, далеко от меня. Поэтому сейчас для вас время сохранять спокойствие и сохранять уверенность. Я вложил в твоем сердце, и я выполню то, что обещал тебе.
Я благополучно провел тебя сюда и благополучно проведу тебя до конечного пункта назначения. Давайте помолимся Божественному, чтобы вы действительно стали свидетелями действия Божественного провидения в вашей жизни, творящего чудеса и преобразующего сценарий. Я настоятельно хочу, чтобы вы молились со мной каждый день. Вы не только станете сильнее в вере, но и вырастете духовно. Вы станете настоящим магнитом благ. Я даже желаю, чтобы ты удостоил меня чести ходатайствовать за тебя сегодня и в последующие дни. А теперь с верой напишите в комментариях: «Моя помощь от Господа». Провозгласите это с верой: «Моя помощь исходит от Господа». Пока вы пишете, я вижу, как Бог выходит на поле битвы, сражаясь за вас. Итак, не сомневайтесь, вы, кто думает, представляете, на самом деле будете иметь чудесное свидетельство, которым сможете поделиться со мной. Поэтому не пугайтесь, когда вы сталкиваетесь с ситуациями, которые, по вашему мнению, вы не сможете преодолеть. Только Бог уже обеспечивает. Бог собирается вступить в эту борьбу, вы не одиноки. На самом деле я не верю в совпадение, в дело случая. Нет, я не верю в это, я верю в божественный промысел. Если вы слушаете это, значит, это движение Бога в вашей жизни, потому что есть битвы, которые вы на самом деле не сможете преодолеть в одиночку. Противостояния, которые вы не преодолеете в одиночку, нуждаются в надежном духовном освящении. Вот почему я хочу, чтобы вы позволили себе честь молиться за себя каждый день. Вот почему я хочу, чтобы вы подписались на наш канал здесь, на YouTube, чтобы я мог постоянно ходатайствовать за вашу жизнь. Это легко, спокойно. Я объясняю вам шаг за шагом. Нажмите здесь, я подожду. При нажатии появится значок колокольчика. Нажмите на него тоже. Теперь появилось слово «Все», можно без опаски нажимать. Таким образом, проще говоря, каждый раз, когда я буду молиться за вас, вы тоже будете получать уведомления на свой мобильный телефон. Бесплатно получить благословение дня. Вы уже подписались, замечательно. Отныне благословение, победа в вашей жизни будут постоянными. Вы замечали, что когда люди снимают видео, полной пошлости, пьянства и тому подобного, YouTube с невероятной легкостью распространяет это видео. Но когда мы приходим сюда и говорим о Боге, кажется, что простор закрывается и все усложняется. Вот почему ваш лайк и большой палец вверх очень важны. Это как будто это пароль, который YouTube нужно разблокировать, чтобы повысить качество нашего видео, чтобы оно могло охватить и благословить все больше и больше людей. Вот почему я прошу вас поставить лайк этому видео. Теперь сделайте этот жест любви и веры, чтобы это послание могло благословить еще больше людей. Ставьте лайк и палец вверх. Давайте изменим ситуацию и донесем Слово Божие как можно большему количеству людей. Давайте помолимся с верой. А величественный Боже, я взываю к Тебе, чтобы благословил этого человека. Ты знаешь почему, Отец, потому что этот человек на пределе своих возможностей. Когда я говорю о пределе, я имею в виду физический, умственный, духовный и эмоциональный предел.
Это даже кажется, Отец, что вот-вот взорвется граната. Тогда, Отец, прикоснись к жизни этого человека. Возможно, этот человек не знает меня лично, но у нас есть божественная связь. Так что для меня этот человек как сестра, брат. Действуйте своей силой в жизни этого человека, так же, как вы изменили мою жизнь, преобразуйте жизнь этого человека. Точно так же, как вы творили чудеса в моей жизни, творите чудеса и в жизни этого человека. Сегодня, а не завтра, мы молимся о Твоей срочной помощи, Отец. Так что действуй своей силой сейчас, Боже мой. Посмотри на эту жизнь, посмотри на эту ситуацию, Отец Божий, действуй в этот самый момент. Мы верим в чудеса, мы верим в ваши действия. Итак, сегодня тот день, Отец, что Ты собираешься посетить этот дом, эту семью. Войди теперь в это сердце, Отец, в этот ум, такой запутанный, такой обеспокоенный. Бог входит в этот сундук, Отец, полный печали, полный тоски, Отец. А мой Господь, войди я в этот дух, Отец, в этот дух, который живет, по сути, и правда, в худший момент, Отец, в его жизни. Потому что везде просто путаница, куда он смотрит, просто путаница. Прекрати эту путаницу сейчас же, Боже мой. Покончите сейчас, Отец, с этим волнением. Бог приносит победу в сентиментальной жизни этого человека, который больше не может выносить страданий. Боже мой, какое это страдающее маленькое сердце! Принеси победу, Отец, тому человеку, который так страдает с ребенком, пристрастившимся к наркотикам. Принеси победу, Боже, тому человеку, который страдает с мужем, который слишком много пьет. Принеси победу, Отец, тому человеку, у которого есть боль, и никакое лекарство не облегчает ее. Тот человек, который страдает бессонницей. Принеси победу, Отец мой, тому человеку, который слушает меня и не может найти работу. Ненавижу того человека, который полон долгов. Принеси победу, Отец. Тот человек, у которого так долго находился в застое процесс, благо, которое он не смог получить, приносит победу, Отец. А теперь сотворите чудо для того человека, которого считали потерянным. Сотвори, Боже, чудо для того человека, который нервничает, потому что врачи сказали, что ему предстоит операция. Боже, сделай то, что не могут сделать лекарства, то, что не могут сделать врачи. Боже, я хочу получить свидетельство этого человека, моего отца. Действуйте своей силой также и в жизни того сердца, которое страдает ностальгией по тому, кого уже нет. Она до сих пор не принимает эти раны. Действуйте своей силой в жизни той женщины, которую предали, которую бросили, которую обманули, которую унизили. Спаси эту любовь к себе, эту самооценку, Господь. Действуйте своей силой в жизни того человека, который находится в депрессии. Действуйте своей силой, поднимая голову этого человека. У тебя отныне будет больше мужества, настойчивости, отваги, решимости преодолевать трудности, преодолевать препятствия. И не просто идти по жизни, а снова идти к своей мечте. Мои возлюбленные дети,
прислушайтесь к словам вашего Спасителя. Я Иисус Христос, тот, кто был распят за ваши грехи и воскрес, чтобы доказать свою любовь к вам. Знайте, что вы не одиноки, даже в самые мрачные моменты. Я всегда с вами, готовый воодушевить, направить и благословить вас во всех ваших начинаниях. Помните, что моя любовь к каждому из вас безмерна. Я радуюсь твоим победам и плачу вместе с тобой в минуты скорби и боли. Нет такого бремени, которое вы несете, которое мы не могли бы нести вместе. Позвольте мне наполнить этот момент своей милостью. Тем из вас, кто чувствует себя не в своем уме, будь то физически, умственно, эмоционально или духовно, я протягиваю руку с комфортом. Хотя вам может показаться, что вы находитесь на грани взрыва, я здесь, чтобы принести спокойствие среди хаоса. Возможно, вы не знаете меня лично, но нас разделяет божественная связь. Потому что вы мои братья и сестры по духу. Я прошу Небесного Отца вмешаться в вашу жизнь, как Он это сделал в мою. Так же, как чудеса проявились в моей жизни, пусть они отразятся и в вашей. Для тех, кто борется с замешательством, беспокойством и непреодолимым чувством обреченности, позвольте мне прояснить ваши мысли и принести спокойствие в вашу душу. Где бы ни было отчаяние, пусть вы найдете надежду, где бы ни была тьма, да найдешь ты свет. Те, кто борется с зависимостью, имеет дело с последствиями привычек близких или несет тяжелое бремя непрекращающейся боли, знают, что победа не за горами. Со мной все возможно, и каждое несчастье имеет цель и конец. Те, кто не имеет работы или обременен долгами, верьте, что Небесный Отец заботится о своих детях. Верьте в Его божественное время и совершенный план. В самую темную ночь Он, твоя путеводная звезда, ведущая тебя к триумфу. Отдайте свои заботы мне, ибо я великий целитель. Я исцелю разбитое сердце, подниму сокрушенный дух и наполню пустое пространство своей любовью. Я принесу мир в ваше беспокойное сердце и предложу решение ваших самых насущных вопросов. Поверьте в меня, и вы обретете силу, мужество и мир. Вам суждено больше, чем просто выживание, вам суждено процветать, преследовать свои мечты и жить той жизнью, для которой вы были созданы. Ты благословлен, ты любим, и со мной ты победитель. Аминь. Открой пути, Отец мой. Разрушь цепи, течения, валы, стены. Откройте дороги, вырежьте ворота. Пусть этот человек будет достигнут вашей добротой, окружен вашей любовью и проживет время побед и ответов. Время золотого дна, добра, изобилия и процветания во всех сферах. Приходите срочно со своей помощью, Отец. Не завтра и не позже, но сегодня, сейчас, в этот момент, во имя Иисуса. Я, Иисус, говорю с вами сегодня нежным голосом любви и милосердия. Я здесь с тобой, иду рядом с тобой каждое мгновение твоей жизни. Не бойтесь, никакие невзгоды и трудности не смогут преодолеть мою любовь и благословение к вам. Моей благодати достаточно для тебя, моя сила совершенна в твоей слабости. Откройте мне свое сердце, откажитесь от своих страхов и боли, доверьтесь моей воле.
Никогда не позволяйте внешним мнениям диктовать вашу судьбу. Вы ценный человек. Те, кто тебя обидел, вернутся, попросят прощения, и ты не откажешь ему. Однако ваша вера и доверие должны полагаться только на меня. Даже если люди приходят и обещают вам мир, никогда им не верьте. Ни у кого нет силы благословить тебя и избавить от зла, ни у кого нет истинного слова, которое могу дать тебе только я. Мои возлюбленные, это ваше время. Укорените свою веру в мое вечное, мощное, живое, действенное, твердое и истинное слово. Не позволяйте пустым словам и ложным обещаниям вводить вас в заблуждение. Вы выбраны, чтобы жить сверхъестественным, испытать то, что кажется невозможным, стать свидетелем необыкновенного. Выбери мою любовь, мою заботу, мой комфорт, мои объятия. Обязуйтесь приходить ко мне каждое утро, чтобы выслушать и наполнить вас моим словом, которое указало вам путь и дало повод сражаться. Приходите бесстрашно, я тоже хочу вас услышать. Независимо от того, как вы приходите и что чувствуете, мои двери открыты, мои уши внимательны. Мне дороги твои слова, отголосок твоих мыслей. Не бойтесь, не сомневайтесь, я здесь, чтобы выслушать, приветствовать и защитить вас. Поделитесь со мной своими мечтами, потребностями, разочарованиями и сомнениями. Расскажи мне все, ведь я твой друг, единственный, кто тебя понимает и понимает. Возможно, вас обрушили ветры невзгод, возможно, вы пережили неожиданные времена беспокойства, а плеть презрения и жестокости могла разорвать вашу душу. Мир – это то, что вам нужно, и, по моему слову, вы его обретите. Сегодня особенный день, День Победы, который стоит запомнить. Я своей кровью скрепляю эти обещания. Я дам тебе вечную жизнь. В моем присутствии ты больше не столкнешься ни с печалью, ни с плачем, ни с болью. Это момент перемен, момент трансформации. Вам суждено прожить жизнь в изобилии, радости и мире. Пусть ничто и никто не сбивает вас с пути победы. Вы победитель. Не отрывайте глаз от этого послания, потому что сегодня Бог общается напрямую с вашим сердцем. Слушайте, что Бог говорит вам именно в этот момент. Перестаньте беспокоиться обо всем, что происходит вокруг вас, и сохраняйте спокойствие, ведь я уже на работе. Знайте, что Бог не делает ошибок, Он знает, с кем Он разговаривает, когда Он говорит, и Он сознательно выбирает, кто будет нести Его Слово. Это момент, который Он выбрал для того, чтобы вы услышали это послание. Сохраняйте спокойствие, ибо я уже работаю в вашей жизни. Дорогие мои, я Иисус Христос, который ходил с вами по земле и продолжает сопровождать вас свыше, здесь, чтобы благословить вас. В каждой трудности, в каждой борьбе я с вами, держась за ваши руки, направляя вас. Когда вы чувствуете себя потерянным и растерянным, когда вы чувствуете, что ваше сердце отягощено болью или страданиями, я рядом, чтобы облегчить ваше бремя. Мое благословение – это обещание комфорта, мира и безусловной любви. Поделитесь этим благословением с другими,
распространяйте любовь и сострадание в каждом уголке своей жизни, чтобы они тоже могли чувствовать мое присутствие и мои благословения. Не волнуйся, сын мой, ведь каждое испытание, с которым ты сталкиваешься, это возможность укрепить твою веру в меня. С каждым испытанием я готовлю вас к более великой цели. Я никогда не оставлю тебя одного в твоей борьбе. Я буду с тобой на каждом шагу, поддерживая тебя, укрепляя тебя. Мое благословение также является напоминанием о моем обещании спасения. Даже если ты пойдешь долиной смерти, ты не устрашишься, потому что я с тобой. Я подарю тебе победу, освобожу тебя от всех цепей, сковывающих тебя, и подниму тебя своей праведной силой. Мой мир будет с тобой всегда, во всякой скорби, во всякой скорби. Поэтому сохраняйте свою веру в меня крепкой. Молитесь и призывайте мое имя в трудную минуту, и я отвечу вам. Позвольте мне вести вас к свету моей любви и спасения. Держите свое сердце открытым для меня и позвольте мне войти, чтобы вы могли жить в моей любви и моих благословениях. Я есть путь, истина и жизнь. Дорогие мои дети, я обращаюсь к вам с любовью и благословениями от сердца нашего Небесного Отца. Я среди вас, наполняю вас покоем и силой. Видите ли, в этой жизни нет ничего, что вы не могли бы преодолеть верой и божественным руководством. Пришло время поднять лицо твое и увидеть чудеса, которые приготовил для тебя Бог. Борьба и бури временны, но победа нашего Отца вечна. Не сдавайтесь, не отчаивайтесь. Вместо этого поднимитесь мужественно и примите вызовы с силой веры. Ты сильнее, чем думаешь, и с моим присутствием рядом ты сможешь преодолеть любое препятствие. Я, Иисус, благословляю тебя и защищаю от всех невзгод. У вас есть божественная цель в этой жизни, и я здесь, чтобы направить вас к ней. Сохраняйте свою веру сильной, сохраняйте свою надежду сильной, какой бы темной ни казалась ночь, рассвет еще не наступил. И когда оно придет, оно засияет божественным светом, наполняя вас радостью и благополучием. Не верьте пустым словам и ложным обещаниям тех, кто не ходит с Богом. Ваша вера в Бога, в Его любовь к вам, в Его руководство и защиту. Поговори со мной, поделись своими страхами, мечтами и надеждами. Я здесь, чтобы слушать вас, любить вас и направлять вас. Ты драгоценен в моих глазах, и ничто на твоем пути не изменит этого. Божья любовь безусловна. Не сдавайтесь, позвольте своей вере в Бога вести вас и давать вам силы, необходимые для дальнейшего движения. Жизнь – это путешествие со взлетами и падениями, с моментами печали и радости, но на каждом этапе пути Бог с вами. Будьте сильными и смелыми, имейте веру и надежду, помните, что вас любят. Я, Иисус, благословляю тебя во имя нашего Небесного Отца. Прибудьте в Его любви, доверьтесь Его водительству, и вы увидите чудеса, которые Он приготовил для вас. Мир вам! Мое благословение с вами сегодня и всегда. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие мои дети, я обращаюсь к вам с любовью
и благословениями от сердца нашего Небесного Отца. Я среди вас, наполняю вас покоем и силой. Видите ли, в этой жизни нет ничего, что вы не могли бы преодолеть верой и божественным руководством. Пришло время поднять лицо твое и увидеть чудеса, которые приготовил для тебя Бог. Борьба и бури временны, но победа нашего Отца вечна. Не сдавайтесь, не отчаивайтесь. Вместо этого поднимитесь мужественно и примите вызовы с силой веры. Ты сильнее, чем думаешь, и с моим присутствием рядом ты сможешь преодолеть любое препятствие. Я, Иисус, благословляю тебя и защищаю от всех невзгод. У вас есть божественная цель в этой жизни, и я здесь, чтобы направить вас к ней. Сохраняйте свою веру сильной, сохраняйте свою надежду сильной, какой бы темной ни казалась ночь, рассвет еще не наступил. И когда оно придет, оно засияет божественным светом, наполняя вас радостью и благополучием. Не верьте пустым словам и ложным обещаниям тех, кто не ходит с Богом. Ваша вера в Бога, в Его любовь к вам, в Его руководство и защиту. Поговори со мной, поделись своими страхами, мечтами и надеждами. Я здесь, чтобы слушать вас, любить вас и направлять вас. Ты драгоценен в моих глазах, и ничто на твоем пути не изменит этого. Божья любовь безусловна. Не сдавайтесь, позвольте своей вере в Бога вести вас и давать вам силы, необходимые для дальнейшего движения. Жизнь – это путешествие со взлетами и падениями, с моментами печали и радости, но на каждом этапе пути Бог с вами. Будьте сильными и смелыми, имейте веру и надежду, помните, что вас любят. Я, Иисус, благословляю тебя во имя нашего Небесного Отца. Прибудьте в Его любви, доверьтесь Его водительству, и вы увидите чудеса, которые Он приготовил для вас. Мир вам! Действительно, Бог поручает мне в этот момент передать вам Слово и ходатайствовать за вас, слушающих. Это вам. Я понимаю, как сложно сохранять веру, упорствовать в вере и молитве. Но помните, обстоятельства могут быть крайне запутанными, но я с вами. Всегда, навсегда. Аминь.